В столице республики начался второй межрегиональный форум IT и кибербезопасности «Айсберг». В нем участвуют более 200 специалистов из Якутии и около 30 экспертов международного уровня. 3 дня они будут обсуждать основные вопросы отрасли. Как прошел первый день форума и какая работа запланирована, узнала Анастасия Кобызева. Форум IT и кибербезопасности проходит в Якутске не случайно. Республика – лидер в Дальневосточном федеральном округе по развитию информационных технологий и цифровой экономики, считает исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов. На цифровые технологии и креативную экономику возлагают большие надежды. Именно им будет отведена особая роль при разработке стратегии развития республики. Многие сложности развития экономики в республике связаны с объективным удорожанием процесса производства физических товаров и их транспортировки. Тем самым нам нужно производить то, на что мы не тратим деньги при транспортировке. И в первую очередь продукты цифровые. Поэтому для нас это в любом случае приоритет первого порядка. Цифровой спорт – отдельный сектор креативной экономики. В рамках форума прошел чемпионат по киберспорту по дисциплине Dota 2. Команды борются за главный приз – 50 тысяч рублей. Безусловно, сегодня огромное количество ребят увлечены в этот процесс. И наша задача, я думаю, создать условия для их развития, для их реализации. Да? Потому что для многих это же не просто увлечение. Это реальная возможность выстроить свою профессиональную карьеру в гейм-индустрии. Да? На форум приехали и эксперты международного уровня. Это компании Huawei, Ростелеком, Epson и другие. Каждая показала свои проекты и продукты. Крупнейшая компания принтеров и сканеров Epson презентовала свою новейшую разработку – супербыстрый принтер. Он распечатывает 100 листов формата А4 за 1 минуту. Это является одним из рекордных показателей на рынке. В совокупности с низкими эксплуатационными затратами на обслуживание и поддержание данного класса оборудования, это решение является одним из самых экономичных и выгодных для многих компаний, как госсектора, так и сегмента образования, сегмента медицины. И, в принципе, может быть востребовано абсолютно в разных сферах рынка под разные задачи. Впереди еще 2 дня работы форума и основное мероприятие «Форсайт-сессия» – развитие цифровой экономики в республике. По ее результатам планируют разработать дорожную карту развития цифровой экономики в Якутии до 2032 года. Анастасия Кобызева, Илья Сыромятников, Якутск.